Будем говорить сегодня по одной истории, проповедовать. Ее передал, вернее, Марк, о том, как ученики, они переправлялись через море, да, или через озеро Галилейское, и их постиг шторм. И я в этом контексте сегодня буду, наверное, где-то говорить аллегорически, да, то есть как-то будем пытаться переносить те истории на нашу жизнь, потому что это очень важно, да, смотреть, как те люди проходили определенные вот эти шторма, бури, и как мы проходим с вами шторма, бури, да, и очень в этом контексте интересно посмотреть на эту историю. Знаете, с утра я проснулся, и у меня такой текст был: «В сердце создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», да, и Писание, Иисус, Он говорит Петру, да, то есть церковь, которая создана Христом, ее врата ада никогда не одолеют. И что это для нас? Каким образом это вообще для нас? Да? Что мы можем взять от этого всего? Церковь, да, что это? Здание. Что это такое церковь? Почему врата ада не одолеют? Что за врата? Что за такое сравнение непонятное? И вы знаете, приходит такое на сердце, такое очень важное такое послание, что ты, когда являешься частью церкви, являешься членом тела, то твоя жизнь, она в безопасности. И Писание говорит, что врата ада не одолеет церковь. И находясь в церкви, являясь членом тела Христова, ты можешь это смело применять в свою жизнь и понимать, что ад, он не одолеет ни тебя, ни твою жизнь, ничего твоего не одолеет. И ты защищен, ты находишься прямо под защитой Христовой. И в этом контексте я хочу сегодня разобрать с вами эту историю Евангелия по Марку, 4 глава, 35-41 стих. Давайте выведите вот этот текст, да, и почитаем эту историю. Евангелие по Марку, 4 глава, 35-41 стих. Вечером того дня, это происходило в Капернауме, он проповедовал, он учил. Он сначала в синагоге был, потом ушел, потом в этом Евангелии повествуется избрание 12, да, то есть в 4 главе. И дальше он учит людей, и в его сердце, не в его сердце, возможно, это был план, и они переправляются на другую сторону. И эта история, она начинается с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. Поднялась великая буря. Волны били и лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглаве. Его будет и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Кто же сей, да, то есть море. Это называется в море в этом, да, моменте. И они плывут. Иисус засыпает на корме, и начинается буря, начинается шторм. И действительно, опасность на самом деле была великая — погибнуть. Но вначале он говорит: вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. Переправимся на ту сторону. И знаете, вот текст оригинальный, он немножко меняет вот это повествование в том плане, что в оригинальном тексте «переправимся на ту сторону», оно звучит так: пройдем, идти сквозь. То есть идти сквозь. По всей видимости, Иисус, он знал, что будет шторм. И он говорит: переправимся на ту сторону, подразумевая пройти сквозь какие-то обстоятельства, которые их там ожидают. Он их знает, эти обстоятельства. Но ребята, которые были с Иисусом, эти ученики, да, то есть они не подразумевали о том, что их ожидает. Ведь порой бывает, мы с вами не ожидаем, мы не знаем даже, и мы не можем представить, что нас ждет на следующий день, через час и через два. Бывает порой в нашей жизни события разворачиваются, как в сериале бывает. Сегодня хорошо, да, и такие бывают вещи, просто ты наблюдаешь, еще думаешь, вчера у тебя все было в порядке, а сегодня какие-то обстоятельства, которые и даже я не мог предположить, да, даже я не мог представить, что меня сегодня ожидать будет это.
Ведь так и есть. Мы порой бывает, знаете, Яков говорит к нам, говорит, вы, говорит, которые, говорит, планируете, говорит, пойти в город, заработать, да, что-то там, составляете какие-то планы. Он говорит, что ваша жизнь, она как пар, говорит, да, то есть, как пар. Наша жизнь действительно, она настолько маленькая и настолько нам не принадлежит, по большому счету, ведь, да, мы не во власти какие-то вещи, да, менять в своей жизни. Мы просто, как повествует оригинальный текст, мы можем пройти сквозь какие-то обстоятельства, сквозь. И это очень важно нам на самом деле понять в контексте сегодняшнего вот этого вот учения, наверное, да, небольшого. Давайте следующий слайд. Или первый слайд. Я буду сегодня говорить по картине Рембрандта. Он написал картину этому библейскому тексту. Плохо видно, да? Можно ведь здесь свет выключить, вот этот вот. Я думаю, будет лучше видно. Иван Валентинович. Вы видите хотя бы чуть-чуть? О, вот сейчас лучше видно, да? Я вас вижу. Самое главное, вы там видите, а я вас вижу. Да, и смотрите, эта картина написана Рембрандтом. «Христос во время шторма на море Галилейском». И вообще жизнь этого художника, она на самом деле очень такая трагичная. Он потерял 2 жены в своей жизни, он потерял многих детей, то есть похоронил, да, то есть и умер нищим, умер в долгах. Он даже не успел рассчитаться со многими долгами, но жизнь его начиналась, она была богатой, то есть он был за счет своего художества, за счет своего ремесла, он зарабатывал деньги, он женился на женщине, которая тоже имела хорошее наследство. Ну, так сложилось, что эти деньги кончились, его жена умерла, умерли дети, которые родила она ему. И он женился 2-й раз, и вторая жена умерла. И, по сути, его жизнь, она была такая, знаете, разнообразна в том плане, что он и перенес и хорошие моменты, и горе, да, и ушел он в таком, знаете, я думаю, что не совсем в поднятом настроении, потому что его давили долги, он похоронил детей, он похоронил жен своих, и жизнь была наполнена во многих моментах горем. И во всем в этом жизненном пути он рисовал очень выдающиеся картины, да, на самом деле. Эта картина до сих пор ее не найдена, ее украли в каком-то году, я не помню, я знаю, по 18 марта ее украли, и ее до сих пор не могут найти. И у Рембрандта есть несколько картин на библейские тексты. Он любил переносить библейские тексты на картину, на холст, да, то есть, и это очень интересно на самом деле. И в этой картине он рассказывает о этой буре, он в красках передает нам ту ситуацию, ту атмосферу, что царила на этой лодке, да. Давайте следующий. Вот, смотрите, эта буря, да, вот эта лодка, ее затапливает. Обратите внимание, что происходит в этот момент в этой лодке. И обратите внимание на людей, которые находятся в этой лодке. Они все заняты разными делами. Обратите внимание. Каждый ученик занят своим делом, каким-то другим, да? Кто одним, то другим. Тимофей, давай следующую. Первые ученики, да, давайте посмотрим на этих ребят, которые изображены сейчас здесь. Первые ученики, которых мы видим, пытаются решить проблему. Вот в кружке, да, больше так оно обведено, более видно, да, так приближено, пытаются решить проблему. По меньшей мере 4 учеников Христа были профессиональными рыбаками. Предполагалось, что они хорошо ориентируются в подобных ситуациях, и их усилия были направлены на то, чтобы наладить работу паруса, мачты. Нередко во время бури люди пытаются исправить проблему, найти ее решение, но как это оказалось в случае с этими рыбаками, иногда нашего опыта бывает недостаточно. И это действительно, я хочу, чтобы каждый из нас, смотря сегодня на эту картину, пытался, может быть, где-то увидеть себя, как мы реагируем, когда происходят наши такие обстоятельства. Вот эти ребята, которые пытаются решить проблему, они опираются на опыт свой. Вы знаете, порой бывает, действительно так и есть, когда что-то происходит, мы на что опираемся? На свои знания.
Мы опираемся на свою мудрость, мы опираемся на свой житейский опыт, мы опираемся на то, что мы умеем и что мы когда-то делали, да, то есть. И мы пытаемся исправить эту ситуацию какими-то своими усилиями, своей мудростью. Это ведь неплохо, с одной стороны, но посмотрите, обратите внимание, что это на самом деле как бы не помогает. Это не решает вообще никаким образом ту ситуацию, которая происходит там. Эта лодка продолжает, как будто бы на первый взгляд тонуть, верно? И они пытаются что-то сделать, что-то как-то на парус как-то каким-то образом, может быть, поднять, что-то еще, но это не приносит никакого плода. Давайте дальше. Следующий ученик. Следующий ученик отчаянно пытается удержать лодку. Он хочет выжить, больше ничего не имеет значения. Когда люди сталкиваются с кризисом, они часто думают только о том, как бы выжить, и остается вопрос внутри. Останемся ли мы живы? Он пытается удержать ту лодку, в которой он находится на плаву. Он пытается взять вот эту ситуацию, наверное, в свои руки. Мы, порой бывает с вами, пытаемся обстоятельства или ситуации взять в свои руки. Пытаемся как-то повлиять, да, то есть, в свои руки. Все, Алексей, все, остановись, подумай, надо взять себя в руки, надо посмотреть здесь, надо посмотреть там. Или нет? Или не так бывает часто? Я, бывает, иногда пытаюсь остановиться, что-то просмотреть, что-то взять в свои руки, с кем-то поговорить, что-то еще. Как бы это, по-моему, вообще бесполезно. Давайте следующее. И следующий. Нет, назад чуть-чуть. Далее мы видим ученика, который парализован страхом. Иногда во время кризиса мысль о том, что может с нами произойти, парализует нас. Такой страх может даже удалить нас от других людей. Знаете, иногда у меня такие бывают моменты, когда я прохожу тяжелые обстоятельства, прохожу сквозь эти обстоятельства, и я вспомню о том, что происходит, меня, бывает, парализует страх. Вы знаете, такой страх, что ногами невозможно шевелить. Вы знаете, такой страх, что ты как бы представляешь о том, что тебя ожидает в результате этих обстоятельств. Ты же всегда как бы думаешь о том, что может быть плохо. Самые худшие моменты ты представляешь, что может произойти. И меня бывает такое иногда, не часто, но бывает, что меня парализует. Меня парализует прямо от страха, когда я думаю, слушайте, а как это будет дальше? Слушай, это. Особенно это происходит, знаете, когда засыпаешь, ты обо всем думаешь. Кто так делает? Бывает, какая-то мысль приходит, и ты всю ночь эту мысль туда-сюда, и под 5 утра только просыпаешься, засыпаешь в 5 утра, и глаза такие, с утра встаешь, ты не выспался, уставший, и ты прямо весь подавленный такой, и тебя парализовало, тебя действительно парализует. Посмотрите на этого человека, ведь он так себя и ведет. Он все, он вцепился, и все, и его как бы ничто больше не интересует. Он пронесет, не пронесет. Мы один раз ехали к брату в 95-м году, в 94-м году в армию, в двоюродному брату ездили с тетушкой. Он служил в поселке болгарском, Вендинга, Утрском районе. И в этот момент там надо было ехать до Кослана, и потом на автобусе на рейсом. Болгары возили нас. Не нас, а их возили. И там такой автобус, я помню, был. И в этот день выпал дождь. Это был где-то примерно март. Выпал дождь. И под вечер дорога была скользкая. А кто был в Утрском районе, эти лесные дороги, которые, если их еще зальет, они прямо прямо как каток. Я помню, мы ехали с тетушкой впереди, этот водитель, болгарин, едет, и автобус понесло. И я запомнил то, как он реагировал, этот автобусник. Я думал, нам повезло с автобусником. Он, значит, тормозит, не тормозит. Он такой маленький был, он поднимает ноги на панель прибора, упирается в руль, и все. И куда автобус несет. И он такой и кричит. Я говорю, тетя Нина, смотри, говорю, все, говорю. И там такая большая
ну, этот яма, да, то есть, ну, автобус уходит. И этому он уперся, чтобы, я не знаю, чтобы не вывалиться с автобуса. То есть он вцепился, он отдалился, и все, Бог с вами. Главное, чтобы у меня все было нормально. Вот, думаю, тебе и болгарин, говорю, автобусник. Вот, ну, нам Бог миловал, и этот автобус, в котором мы все находились, а народу было много на самом деле в этом автобусе, он пошел, и чудесным образом, знаете, как в фильмах, на обрыве, он, оп, об камешек куда-то, и все, и повис такой. Мы вышли. Мы все спаслись, то есть ничего с нами не произошло, но тот водитель, он как вот этот дядька, который вцепился, и все, его парализовало. Ему было все равно на остальных людей. Он уперся, будь что будет. Будь что будет. Вот так и ведь бывает иногда с людьми верующими. Будь что будет. Уперся, отдалился. Брат, что с тобой? Брат уже или сестра ходит вообще в никаком состоянии. У него настроения нет. Он просто отдаляется. А что случилось? Наверное, он согрешил. Да нет, человек просто проходит очень серьезные обстоятельства. Какая-то буря в его жизни, и она его отдалила. Он в трансе, он в каком-то таком, знаете, в глубоком внутреннем шоке находится, да, что произойдет дальше, как с ним, как дальше будут развиваться обстоятельства, то есть он отдает все, ну, будь что будет. Давайте следующего. Один ученик страдает физически. Посмотрите, что с ним происходит. Как вы думаете, что он делает? Смотрит в море, рыбу ищет. Точно. Ну, как бы неоднозначно, да, на первый взгляд. Возможно, рыбу рассматривает. Однозначно? Или у него морская болезнь? Как брат Геннадий сказал, подташнивает его, да, чуть с легонца. Как бы раскмотало, да, то есть. И смотрите, ну, действительно, ведь никто, кто-то отдалился, кто-то пытается решить проблему, да, то есть, ну, а вот этот заболел. У этого плохо. Знаете, Писание говорит, унылый дух сушит кости, и действительно люди в трудностях болеть начинают многие. Вот эти обстоятельства, они переносятся на физическое состояние. И сначала, с первого взгляда, это как бы, я вот встречал таких людей, которые болеют, у которых вот действительно вот все плохо физически. И ты не понимаешь, в чем причина, почему человек болеет, почему человек, может быть, какая-то вот серьезная болезнь, а людям делают обследование и ничего не находят, совершенно ничего. А человек болеет. Человек болеет, и причем сильно болеет. И он парализован. И вот он смотрит на эту рыбу с лодки, и ничего больше, кроме этого, делать не может. Да, и также и люди многие в трудностях смотрят на это море, да, на эту рыбу, и больше, и все. И вся жизнь, по сути, она так и проходит, ну, тот период, когда ему сложно. Я просто хочу немножечко по слайдам, а потом дальше мы пойдем по тексту, будем говорить. Вот, дальше. Смотрите, вот мужчина, который справа. Довольно как бы странно нарисован, да, он с веслом, как бы так, знаете, как будто он так лениво берет весло, да, и что-то пытается сделать. Один ученик пытается управлять лодкой, он надеется, что ему удастся контролировать ситуацию. Он похож на того, кто считает, что он достаточно умен и обладает достаточной властью, чтобы контролировать ситуацию. На самом деле не имея этой возможности. Да, он достаточно... Вот смотрите, он какой. Как он нарисован. Ведь рядом Иисус, да, как будто вот нарисован, да, с ним. А вот этот с веслом сидит. И он так, знаете, с рулем, да. Это руль, да? А вот, ну, как бы вот он пытается все равно, да, управлять в этом во всем лодочкой, да, то есть он знает направление, куда мы идем, он знает, куда мы плывем, и его ничего не интересует, он говорит, сейчас справимся, да, не переживай, сейчас нормально все будет, да. У меня были такие работники, которые говорят, да все сейчас нормально будет, Николаевич. Я смотрю на него, что нормально может быть? Как нормально? А там просто беда. Я говорю, иди отсюда, сейчас все сделаем. Вы встречали таких людей? Вот что бы ни случилось у него всегда все нормально. Да? Все нормально сейчас сделаем. Еще с таким уверенным лицом, с такой верой сейчас все сделаем. Все будет путем. Ты смотришь, как бы настолько это не путем, как бы по-любому, да, то есть я говорю, не, друг, давай-ка, как бы, посиди, иди, давай-ка я сейчас, сделаю все то, что должно было произойти нормально, и тогда будет нормально, то есть, да, и он пытается то же самое, он как бы уверен в том, что сейчас вся обстановка, вся вот
Вот это вот такая довольно печальная картина, она в его руках. Он управляет. Во что бы то ни стало, он плывет. Он идет туда, куда сказал Иисус. Переправимся на ту сторону. Давайте следующего. А вот эти вот ученики, они пытаются обвинить Иисуса. Как сказано в отрывке, его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Я думаю, что каждый человек, когда-либо переживая скорби, бури, думал, что Бог не заботится о нем. Возможно, люди даже обвиняли Бога или отворачивались от Него, потому что считали, что во всем виноват Он. Похоже? Они прямо хорошо, вот, не нарисовано, за грудки его не берут, да, и говорят: «Слушай, Иисус, ты куда нас повел?» Ведь так бывает. Так бывает, знаете, я помню, очень часто я люблю вспоминать воркутинский период, потому что в первый месяц я, наверное, не понимал, для чего ты меня туда, говорю, Бог привел, и видя, что вот эти обстоятельства, которые вокруг меня развивались, я вставал на колени, я очень много стоял на коленях в то время, и плакал перед Богом, и молился, и говорил: «Ты для чего меня сюда привел? Ты что, хочешь смерти, что ли, моей? Ты хочешь, чтобы я погиб в этом месте?» И ведь так бывает иногда, когда мы вступаем в какой-то определенный этап, куда где-то что-то происходит в нашей жизни, и человек, он взывать начинает: «Бог, почему ты допустил? И ты хочешь, наверное, чтобы я умер. И ты не хочешь, чтобы я жил. Ты не хочешь, чтобы я радовался. Ты меня не любишь. Ты меня прямо вот хочешь умертвить, да?» Когда сказала жена Иова: «Похули, говорит, Бога, и что сделай? Да и умри. Похули, да умри». Все. И ведь это действительно так. Эти ребята, они пытаются ему говорить: «Слушай, Иисус, ты зачем? Зачем ты допустил в нашу жизнь вот это? Ты призвал нас, мы служим тебе. Ты призвал, Бог, нас, мы откликнулись на твой призыв». Ведь буквально чуть-чуть загодя, Он их призывает. Он их призывает в апостольское служение, и они ему говорят: «Вот ты призвал нас, да, а тут вот мы погибнем. Для чего ты нас призвал? Я, Бог, за тобой пошел, куда ты хотел. Ты позвал нас, мы пошли. Мы сидим возле тебя, возле этой лодки, мы учим этих людей. Мы ходим с тобой голодные, мы ходим с тобой раздетые. Ты нам говоришь: ничего не берите с собой двойное, да, то есть ходите, как живите вот так вот, что у вас есть, тем и радуйтесь». А как это так говорит, да, Бог? Зачем тогда все это надо? Или это незнакомые вещи, когда Богу говорится, что: «Бог, мы же пошли за тобой. Зачем ты допустил бурю в нашей жизни?» Давайте следующего. Этот человек также обращается ко Христу, он молится, умоляя Иисуса о помощи. Посмотрите как, да? Такие страсти бушуют, да, в этой лодке. А он сел и молится. Правильно ли он делает? Некоторые люди становятся очень религиозными, когда что-то идет не так. Они считают, что если они будут молиться и выполнять необходимые духовные дисциплины, ситуация изменится. Это может показаться правильной реакцией на самом деле на то, что происходит вокруг тебя. Но это не то, что Иисус описывает как веру. Иисус был разочарован, потому что ученики не проявили веру. Следующая фигура, следующий человек, мы будем сейчас с вами смотреть, она может продемонстрировать нам, что значит истинная вера. И действительно, ведь бывает так, что когда происходит горе, происходят какие-то ситуации, люди становятся религиозными. Они вовремя приходят в церковь, они начинают поститься, начинают молиться, доставать Библии, да, из шкафчиков, открывать, закачивать приложения, наверное, да, какие-то. Сейчас сейчас проще, да. И человек начинает духовно жить, да, религиозно, духовно, жить пытается, думая, что вот эти вот все дисциплины, сейчас пойду помолюсь, и все изменится. Сейчас пойду помолюсь, и все изменится, да, то есть как-то к нам пришел в молитвенный дом Миша такой, он одноклассник у пастора Максима, и он такой, знаете, жил, у него, там у нас был, когда молитвенный дом на Пищевиков 3А, напротив был дом тоже, так выходишь во двор и смотришь, а он на 3-м этаже жил,
и у него там окна были заколочены фанерой. Ну, такой он, знаете, вот он. Мы его пытались на работу устроиться, а он уже бродяжничать такой, ну, бродяга такой был. Вот он ходил по городу, он работать нигде не мог. И домой заходишь, у него было, о, Господи, думаешь, что это такое, как он живет. А он там, ну, действительно, знаете, вот дома хаос, там ничего нету, то есть ни батарей, ничего, то есть его обрубили от света, от всего. И он такой, знаете, как бы, вот он придет в церковь, он ходить не хочет. Почему? Он не хочет воцеркляться, ему как бы объясняют его, он говорят, что, Миша, тебе надо как бы Господь, тебе нужен Господь, тебе вот только Он может изменить твою внутреннюю природу. И он как бы такой повадился, он придет, встанет, а мы уже понимали, что Мише надо. И Мише собрали котомку с хлебом, там что-то еще, и это. И он такой как бы и уходил. И вот он периодически пришел, ушел. И мы как-то с братьями сидим в один вечер, наверное. И он такой заходит, а мы ему ничего в этот вечер не дали. И он такой стоит, с ноги на ногу такой это, и по столам такой шукает глазами своими. Ну что-то это, может, есть, знаете, есть такие. Заходит, и он на тебя смотрит, он уже смотрит, там, в холодильник, что там есть, что можно взять. Как у нас человек заходит, устроился на предприятии, он заходит такой первый день, и такой хоп, и в первый же день на склад. И такой стоит, смотрит, ему говорит, что ты тут сделаешь? Тут камера есть, если что. Камера? И такой, но он больше не заходил. Вот. И это, да, и Миша этот тоже такой, он зашел, и вот он смотрит, и братья такие, что Мише-то надо? Он такой, ну вот, ну давай помолимся, Миша. Вот. Ничего не дали, решили помолиться за него. Мишу, Бог благослови Мишу питанием, Бог благослови Мишу там всеми изобилиями, Бог благослови Мишу и так далее, и так далее, и так далее. Все благословили, он стоит. Миша, что-то бы еще надо что-то? Он такой, ну да, давай еще раз помолимся. И как бы, знаете, мы ему предложили сей раз не хлеб, а молитву просто, да? Ну, как бы история-то не поменялась в его жизни. Он ушел несолоно хлебавший, без хлеба, без продуктов, но зато с молитвой, знаете. Да, то есть мы помолились, главное. Так, религиозно мы исполнили то, что мы, в принципе, должны были сделать. И тут также, знаете, интересно бывает порой, что становишься религиозным, много постишься, много читаешь, много откровений происходит в твоей жизни, новых. Ты такой, вау, классно. И как только налаживается все, как будто бы все в сторону уходит, да, эта религиозность отпадает, как шелуха от семечек, да. И давайте следующего человека посмотрим. Есть еще один ученик, который молчаливо сидит в лодке. У нас может даже создаваться впечатление, что так же, как и Иисус, он практически уснул. Истинная вера дает нам мир даже во время бури, поскольку мы успокаиваемся в Божьем присутствии. Так как Иисус, который спал во время бури, имеющие веру в Него могут находиться в покое, полагаясь на Христа, который сохранит нас для своих целей. И действительно так оно и есть. Ведь в этом человеке, который сидит, смотрите, он молчаливо сидит. Кажется, с одной стороны, он вообще безучастный, да, его ничего не интересует. Но очень важно смотреть момент, который был вначале зачитан. Иисус говорит, переправимся на ту сторону. И он знал, что происходить будет в этой истории. Он знал, что будет буря. Он знал, что лодка будет тонуть. Он знал, что будет ветер большой. И он сказал, переправимся на ту сторону. Он не говорил, давайте попробуем, может быть, доплыть до середины этого моря, а там как погода. Если погода будет плохая, мы вернемся назад. Он же так сказал, наверное, им, нет? Он сказал, переправимся на ту сторону. Переправимся туда, куда нам надо сегодня переплыть. Вот. И дальше, если вы откроете историю, она очень интересно развивается, что было дальше за этим морем. И Иисус сказал, переправимся. Я уже вначале говорил, греческий текст говорит идти сквозь. То есть он уже вкладывал в этом слове, когда говорил переправимся, он им говорил пройдемте сквозь. Не все поняли. Фактически никто не понял, что он имеет в виду, когда говорит переправимся, когда говорит пройдем сквозь то, что нас ожидает в этом плавании. И этот человек, он просто доверял. Я не уверен, что он понял, что Иисус имел в виду. Но я вижу в этом человеке веру, которая действительно он проявляет вот в этих всех действиях. Смотрите, он сел. Он просто сел. И он находится как бы в молитвенном состоянии. С первого взгляда, как Рембрандт описывает, да, показывает, как будто бы вообще спит. Его не тревожит вообще ничего. Конечно, с нами не должно такого происходить, когда что-то происходит, знаете, нам все равно. Да?
Вижу цель, не вижу преград, да, такое бывает, есть такое выражение, да, то есть нет преград никаких, да, то есть, но этот человек как будто на первый взгляд проявляет вот эту веру, которая у него есть, что рядом Бог. И давайте следующего человека. Кто он? Как вы охарактеризуете этого товарища? Он не ученик. Это не ученик. Он не относится к той команде вообще, компании. Он совсем как будто бы попал случайно. Кто смотрел кино «Титаник»? Они, как помните, выиграли билеты и попали туда случайно на этот корабль. Это тоже как будто бы в билеты выиграл где-то. Смотрите. Ну, кто он такой? Это человек, который положил руку на шляпу. Он отдален от остальных учеников. И создается впечатление, что является лишним на данной картине. Кого же он представляет? Ну, действительно, да, он как будто вообще не в теме. Не вне событий этих. Так как тогда, в то время, многие художники того периода стремились к тому, чтобы тот, кто смотрит на картину, думал о том, как эта история относится к нему. Рембрандт на несколько своих полотнах изобразил самого себя, представляя, как библейская история соотносится с его жизнью. На этой картине Рембрандт изобразил себя отдельно от остальных персонажей личностью, человеком в шляпе художника. Обратите внимание на то, что его внимание не поглощено бурей. Он лишь смотрит на того, кто видит картину, как бы задавая ему вопрос, какая была бы ваша реакция, если бы вы оказались в этой лодке? Каким из этих персонажей оказались бы вы, если бы буря наступила в вашей жизни? Удивительная такая передача, да, то есть, и он как бы смотрит на нас, вглядывается в тебя, да, то есть, и говорит, а что бы ты сделал? Кем бы ты был бы в этой лодке, если бы в твоей жизни произошла такая ситуация? Действительно, да? Интересно. Стоит задуматься на самом деле. Все, можно слайды, в принципе, можно оставить этот слайд. Я как бы по слайдам прошелся, да, и мы пойдем дальше с вами по текстам. И действительно, апостол Павел, он отправляя письмо к Тимофею в первое послание, в первой главе, в 19 стихе, он говорит о доброй совести. Он говорит о людях, которые оставили ее, и говорит, потерпели, что? Кораблекрушение веры, да, то есть он как бы, знаете, говорит о том, что наша жизнь, она похожа на некое плавание, на некое такое путешествие, да, которое происходит в нашей жизни. И мы плывем по большому этому морю различных обстоятельств, да, то есть и наш корабль, да, то есть он может плыть и находиться в различных условиях, в различных обстоятельствах и в различных ситуациях. И в нашей жизни может возникнуть любая ситуация, которой мы вообще даже не можем ожидать, да, то есть. И порой бывает, люди терпят кораблекрушение в вере. Почему? Потому что их жизнь, она не совсем, наверное, близко привязана ко Христу. Они не до конца доверяют Богу. Они оставляют разные моменты, которые должны были нести за собой. Это вера, это любовь, это то, говорит о чем Слово. Почему я сегодня говорил в начале о церкви, которую врата ада не одолеют? Ведь этот корабль, это можно посмотреть на эту лодку, на этот корабль, как на церковь, которая сегодня вмещает в себя многих нас. И ведь сегодня посмотреть, если на ту жизнь, которая окружает нас. Мы вчера разговаривали с человеком, насколько жизнь сегодня вне церкви, она изменилась. Насколько люди сегодня изменились, насколько люди стали злыми. И это очень видно. Я говорю, слушай, 90-е годы, говорю, вот даже вот те годы, они были очень злые годы, они были шальные годы. Но люди в большей своей степени были добры. Люди в большей степени были немножко, они мягче были. Они были открытые и отзывчивые. Сегодня
ужасные вещи происходят. Читаешь, что происходит в новостях в России, вообще в мире, просто диву даюсь. Неужели люди дошли до такой точки, что они прямо ненавидят друг друга? И мы, находясь в этой лодке, в этом плавании, да, то есть мы должны с вами понимать, что буря, которая бушует вокруг нас, она на нас не повлияет никаким образом. Нас не утащит в это море. Нас не потопит это море, нас не издует этим ветром, потому что ты находишься в лодке со Христом. И обратите внимание, что происходило дальше. Они переплылись куда? Кто читал дальше текст? Кто помнит? Куда они приплыли? В землю Гадаринскую. Это земля, которая не слышала о Христе тогда. Еще до тот момент, когда они плыли, они не слышали о Христе. Они, может быть, где-то что-то, да, какие-то моменты, но они не знали Бога, эти люди. И когда они переплывают, их встретил кто? Гадаринский. Помните, который жил в скалах, которого связывали, не могли, который наводил ужас на всю окрестность. Они сходили с ума от этого, видя вот этого вот, ну, умалишенного человека. И приплывает Христос, и он, как бы, знаете, он проповедует, да, он исцеляет этого человека, и весть о Боге, весть о живом Боге, об исцеляющем Христе, она распространяется. Они потом оплывают, а потом приплывают опять, и уже их встречают люди, которые хотят услышать и узнать Бога. Знаете, друзья мои, вот мы с вами, как верующие люди, мы все равно плывем куда-то, течем, и от веры в веру написано, от силы в силу. И наша жизнь, она не стоит на месте. Мы все равно идем в призвании своем. Я верю, что каждый человек, он призван, он в призвании своем. Но вы поймите, что когда мы проплываем в простоте, да, то есть не формируясь как христианин, то есть в нас и нет силы. У нас нет пережитых каких-то вещей. Только переплывая такие вот обстоятельства, проходя такие обстоятельства, Бог нас формирует именно в чем? В вере. Именно в том, чтобы мы Ему могли доверять. И когда мы, знаете, смотрим на эту картину Рембрандта, да, может быть, она вымышленная, но на это можно посмотреть, действительно так это было или нет, потому что я не уверен, что все ученики доверяли ему там в том моменте. Они кричали: почему ты нас оставил, почему ты нас предал, почему ты уснул, Иисус? Но Иисус, он, дальше написано, кто такой, которому повинуются, вот эти вот все природные, да, вот эти вот, да, ветра, бури, все, они даже не понимали, кто с ним. И порой бывает человек, который находится в Господе много лет, он не понимает, он не осознает, что действительно то, что ты проходишь сквозь. Ты проходишь сквозь эти бури, ты проходишь сквозь эти обстоятельства, ты проходишь сквозь эти различные испытания. Ведь по-другому, а как бывает порой задумываешься: Господь, зачем я это прохожу? Зачем вот эти бури? Да потому что твоя вера, она укрепляется, потому что твоя вера растет. И когда ты приезжаешь, переходишь на новый этап своего служения, ты уже укреплен, и твоя вера, она действительно совершенно другая. Ты как христианин более сформирован. Ты можешь служить этим людям. Сколько пройдено было лет, да? А сегодня ты смотришь и говоришь: я люблю этих людей. Почему? Потому что Бог сформировал. Сколько, брат Алексей, в твоей жизни было обстоятельств, которые ты прошел? Как ты сегодня на эти смотришь вещи? По-другому. А почему по-другому? Потому что ты прошел сквозь эти обстоятельства. Ты прошел сквозь эти вещи. Вы знаете, и нам, как верующим людям, остается лишь одно – доверять Ему и понимать, что мы сегодня в лодке, мы сегодня в церкви. И Писание говорит: врата ада, что бы ни происходило, они тебя не одолеют. Церковь – это дар, это действительно Божий дар, когда мы являемся частью тела, частью церкви. Я убежден в этом. Я убежден, что мы через то, что мы находимся в церкви, являясь частью церкви, мы непотопляемы. Мы непотопляемы, друзья. Сегодня уже говорили, да, вот Иван Васильевич заставил нас понервничать, да, всех, вот. Вот сколько вот у него, он не выходил, да, из комы не выходил, да, какой-то период, да, то есть тяжело. Мы переживали, я вчера с ним переписывался на голосовых сообщениях, ему тяжело, и плохо разговаривает, но он также благодарит за молитвы, благодарит за переживания и за участие, да, вот во всей ситуации. Но вы поймите, что вот очень важное во всем в этом я увидел. Я думаю, мы многие увидели. Мы увидели много молитв.
молились даже люди неверующие. Молились даже люди, которые вот Ивана Васильевича знают, вот, да, вот, они даже за него молились. Потому что я говорю, вот такая ситуация, будем молиться, будем молиться. Я удивился, на самом деле, насколько было сплочено, да, вот это все сплотило многих людей в одной молитве за одного человека. Почему? Потому что, вы знаете, мы понимаем, к кому обращаться. Мы понимаем обращаться к кому? К Богу, да, то есть мы можем Ему доверять. Вот эти вот обстоятельства, которые мы увидели, но это объединило нас в молитве и показало, что действительно, а мы же ведь церковь. И вот эта неприятная история, вот эта операция, которая произошла, да, она могла закончиться по-разному, да, то есть, но мы молились, мы доверяли Богу, мы говорили Богу: Бог, мы верим в Тебе, мы верим, что Ты проведешь, мы верим, что мы переправимся на ту сторону, пройдем сквозь эти обстоятельства, которые нужно было пройти, чтобы быть здоровее. И знаете, чтобы пройти сквозь определенные обстоятельства, нам необходимо это пройти. Почему? Потому что мы становимся крепче, мы становимся сильнее, мы становимся более ближе к Богу. Потому что если бы я раз проплыл с Ним, со Христом в лодке и не погиб, и увидел, как Иисус укрощает вот эту стихию, я бы: вот это да! Это что за со мной такой человек, да? Все, я разве переживал бы за какие-то вещи? Никогда бы в жизни я бы не переживал. Видите, Писание нам говорит, что блаженны те, кто верует и не видели, да? Помните, он Фоме говорил? Блаженны те, которые вот веруют в меня, которые не видят вот эти вот вещи, которые я творю перед вашим лицом. Вы видите воочию, как я воскрешаю. Вы видите воочию, как я исцеляю людей. Вы видите воочию, как я освобождаю. Вы видите воочию, как люди принимают меня, и как они спасаются, как их жизни меняются. И действительно, даже по примеру того Гадаринского, его жизнь изменилась кардинально. Вы видите, какой я. И вы не бойтесь быть со мной. Если я говорю вам, вы пройдете сквозь вот эти обстоятельства, вы пройдете сквозь эти обстоятельства. Если я вам говорю, переправитесь вы на ту сторону, вы переправитесь на ту сторону в любом случае. В любом случае. Даже если ты ошибся сегодня, даже если ты сегодня неправильно поступаешь в своих каких-то моментах, то есть, Бог ведь Он силен исправить любые обстоятельства в твоей жизни. Он может выправить все твои кривизны. Он может выправить твою дорогу. Он может поправить тебя и поставить на тот путь, на который ты должен наступить. Я убежден в этом. Вы знаете, порой бывает, мы переживаем то, как мы себя ведем в тех или иных обстоятельствах, в этих бурях. Но знаете, самое важное, я думаю, все-таки черпать оттуда те вот эти вот драгоценные минуты от этого прохождения вместе с Ним, переплывания на ту сторону, прохождения сквозь вот эти ситуации. Я убежден в этом, что мы растем. Я убежден в этом, мы доверять больше становимся во всех этих историях. Аминь, церковь. Может быть, я где-то какие-то простые вещи сегодня говорил. Вот. Меня давно побуждает уже об этой картине попроповедовать. Как-то вот не проходилось все. А сейчас вот, пришло время, я решил об этом попроповедовать. Да. Это, Павел, кстати, учебный материал в семинаре, где ты сейчас учишься. Ты тоже будешь это проходить. Вот. И у тебя тоже будет такая вещь скоро. Поэтому аллилуйя. Поэтому я церковь благословляю каждого из вас. Благословляю именем Иисуса Христа. Я хочу вам сказать, чтобы вы не переживали о том, что вы проходите сегодня. Я хочу вас ободрить тем, что Иисус, Он всегда рядом. Как бы нам ни казалось, что Он спит, Он не участвует в нашей жизни, Он всегда участвует в нашей жизни. Он всегда рядом, Он всегда хочет, чтобы ты больше доверял Ему, больше верил Ему. Вы знаете, мы порой, бывает, приходим в молитве, как Иаир. Помните Иаира, который сказал: «Моя умирает дочь», да? Помните, он пришел к нему, там много народу было, и он говорит, Иисус вроде как собрался, да, идти уже к нему, он останавливается у женщины, да ведь? Кто, говорит, прикоснулся ко мне, говорит, остановился. И ты думаешь, порой бывает безумие. Я молюсь, а ничего не происходит. Я молюсь, и Бога нету рядом, а Иисус остановился. Потом ему говорят, да ладно, уже не иди туда, он уже все, она умерла уже. Что ты, не утруждая учителя, да, Писание говорит. А Иисус говорит, не бойся, только веруй. Да? И дальше пошел, и произошло чудо определенное. Мы порой, бывает, ожидаем, мы думаем, когда же это плавание с одного берега на другой закончится. Мы плывем, Бог, сколько можно?
Бог, ну сколько можно? Когда мы все-таки уже отдохнем немножко, да? Я говорю так иногда с супругой, говорю, вот когда мы уже немножко вздохнем, продохнем чуть-чуть, знаешь, чтобы ничего нас не тревожило, хотя бы лет 10, что ли, хотя бы лет 10 нас бы не пыталась, да, какая-то, ну, не было ничего такого, этих штормов, хочется какого-то благоденствия, что ли, посмотришь, а потом смотришь на Писание, читаешь Писание, и ты не понимаешь, как эти люди, которые были преданы Христу, они шли, в их жизни постоянно что-то происходило удивительно. Тогда думаешь, а зачем все вообще это? Да, вот, ну, что это такое? Что за самобичевание, да, такое, которое мы постоянно какие-то, ну, проходим вещи. Но, видимо, в этом есть какой-то смысл, да, все-таки, по всей видимости. Я догадываюсь, что есть какой-то смысл в этом во всем. Ну, пытаюсь понять, да, иногда, и утешаю, ну, там будет со Христом лучше, там будет здорово, там мы не будем иметь слез, не будем печали. Ну, хочется же, Иисус, здесь пожить, что мне там-то? Хочется здесь не поболеть, хочется здесь быть в простоте, чтобы дети тебя слушались. Хочется не нервничать хотя бы неделю, чтобы у тебя все было хорошо. Хочется ведь, не? И ты как бы, да, такой с претензией к Богу, зачем это все? А потом тебе отправляется к Иову, ну я не хочу, как Иов вообще, зачем мне такое, как Иов, болеть что ли? Хоть не хочу терять своих родных, не хочу ничего, зачем мне это? Ну, он же потом был благословлен, и я говорю, ну, был благословлен, конечно, а как с другими детьми, которые умерли, да, то есть, ну, как он их забыл? Ну, тоже, да, такие моменты, и ты как бы читая вот об этих людях, которые проходят и живут в сегодняшнее время, проходя моменты, ты понимаешь, что есть более высшая цель, да, то есть Иисус не просто так создал церковь, которую ад не одолеет. Для чего-то же Он это сделал, чтобы собрать себе народ святой, да, чтобы спасти нас. И порой бывает, знаете, вот эти бури, они завязаны очень близко на нашем предназначении. Потому что я вижу, как Иисус с учениками из одной точки в другую точку проходил. И там происходили определенные ситуации. Там происходили какие-то вещи, которые, порой бывает, да, удивляли. Вот меня удивляют вот эти бури. Потом они проходили межколосье, помните историю, да, они голодные были, да, то есть Иисус, Он говорит, да, кушайте, да. Там это ругань с фарисеями, да, то есть, и что-то постоянно происходило, да, и ты не понимаешь, зачем, что неужели не взяли проще все, да, спокойно. Вот. Ну, Бог вот так вот ведет нас, как говорится, от веры в веру, от силы в силу. Как сказать, в своем предназначении. Аминь, церковь. Я верю, что мы в этом растем. И я знаю, что и я бываю порой, как вот те товарищи, которые пытаются управлять обстоятельствами своими. Иногда болеешь, иногда предъявляешь Богу, да, пытаешься предъявить Богу, что ты, Бог, зачем ты, Бог, допускаешь, кулаки сжимаешь на Него, да, поднимая голову кверху. И бывает и такое, как будто потому что боишься, потому что не всегда доверяешь во всем. Ну, самое главное в этой истории надо понять, когда Он сказал, идем сквозь. Не идем не в бурю саму, а мы проходим сквозь. Сквозь эти обстоятельства. Сквозь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому давайте я помолюсь немножечко, если позволите, за нас, за всех. Да. Господь, мы благодарим Тебя и славим Твое имя великое. Мы благодарим Тебя за то, что мы являемся учениками Твоими, учениками, Господь, которых Ты призвал каждого. Я верю, что все, кто здесь сегодня находится, это призванные Тобой люди. Это призванные служителя. Я верю и я знаю, что мы вот в этой лодке в одной находимся для того, чтобы, Господь, переправиться на другую сторону и расти дальше, Боже, в Тебе. Я, Господь, понимаю, что Ты проводишь нас сквозь вот эти обстоятельства, которые мы
мы проходим, и для того, чтобы мы могли больше доверять Тебе, научились верить, научились как-то спокойно, наверное, проходить это все, понимая, что Бог, Ты во всем, Ты рядом, Ты никогда не спишь, Ты всегда отвечаешь вовремя, Ты приходишь вовремя. И, Господь, это важно на самом деле, чтобы эта вера, которую мы сегодня носим, она росла. Чтобы она росла с каждым шагом, с каждым днем, с каждым годом, Боже. И чтобы эта вера, которая есть в нас, она расцветала, Боже. И чтобы эта вера, она двигала нами, Боже, двигала нас вперед, Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы, Господь, каждый понимал, что действительно, являясь частью церкви, являясь частью тела Христова, это очень большая привилегия и честь, Боже, быть в Твоем теле. И это большая привилегия и большая ответственность быть частью Твоего тела. Я молюсь о том, чтобы, Господь, пришло вот это понимание и откровение, что врата ада, они никогда не одолеют церковь Твою, и что мы всегда под защитой Твоей, мы всегда под Твоим покровом, и что кровь Твоя, она всегда омывает нас от всякого греха. И Твоя кровь, она защищает нас. И спасибо Тебе, Боже, за это. Мы благодарим Тебя. Я благословляю, Боже, именем Иисуса Христа, именем Твоим, нашу общину, Боже. И прошу, чтобы Ты, Господь, еще больше укреплял, еще больше утверждал, еще больше, Господь, углублялся в сердцах каждого из нас во имя Иисуса Христа. Молюсь, Боже, о церквах, в Визинге, в Пойолдино, Подъельске, в Сторожевске, Боже, в Омане за братьев, сестер, Боже, благослови их во имя Иисуса. Молюсь о Николае Александровиче, сегодня он, Боже, служит и в Пойолдино, и в Визинге. Пусть благодать особая будет на нем, Боже, и все, что он делает, пусть благословит церковь Твою, Боже, во имя Иисуса. Благодарим Тебя, благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Пройдем сквозь, друзья, да?